Да. Итак, спряжение глаголов в удмуртском языке. Чтобы было легче понять и легче разобраться, мы возьмем 3 глагола: вузыны, вожжины и вузаны. Сейчас я вам объясню. Вузыны означает выть. Ну, собака, например, да? Я здесь отмечу, что здесь «з» твердая. В слове «вожжины» за счет мягкого знака «з» мягкая. В слове «вузаны» твердая или мягкая? Твердая. Твердая. А Да. что это означает другие два глагола? Вожжины – держать. Держать будет в значении не только предмет держать, но держать там корову, например. Вузаны – продавать. Отсюда получилась забавная амонимия, что в удмуртском языке вуз – это товар. И высшее учебное заведение, и товар у нас совпадают. Итак, вот вы видите 3 разных глагола, но у них есть что-то общее. У них есть общее окончание инфинитива. В удмуртском языке, в зависимости от того, какой источник вы используете, говорят, что либо «ны», либо с предыдущей гласной вместе окончанием называют. Но я тоже тогда так отмечу, то есть «ны». И здесь у нас больше «ны» уже. То есть вот здесь предыдущая «а», она тоже будет иметь значение. Императив у первого и третьего глаголов одинаковые разные? Императив вуза, вожь, вуз, вожь, вуза. То есть будет использоваться корень глагола. Доверять хоть основу, если там... Итак, основы у нас будут вуз, вожь и вуза. Здесь будет на гласную заканчиваться. И в зависимости от того, какая у нас основа, да, и заканчивается ли, на что заканчивается глагол, у нас будет выделяться 2 группы спряжения глаголов. То есть в удмуртском языке 2 группы спряжения. Наоборот, надо с другого конца начать. В удмуртском языке 2 типа спряжения. К первому спряжению будут относиться глаголы, которые оканчиваются на «ыны». Ко второму будут спряжению относиться глаголы, которые оканчиваются на «аны», «яны». Но при этом «я» и «а» они будут ходить в основу, в корень слова. Да? А здесь «ыны» уже не входит. Извините, а слово глагола, она либо на согласной, либо на «а» заканчивается? Либо на «я» еще может быть. Например, я вам приведу такое слово «узыяны». Да, здесь «я». Мы отсекаем «ны», и получается «узыя», корень основа. А там других гласных не может быть? Нет, нет. То есть, да, основа глагола заканчивается либо на «а», «я», либо на согласие. Губияны это не глагол? Губияны это глагол. Как? Губияны. Вот оба очень похожие слова, потому что узы это земляника, губи это гриб. За счет, то есть из них образовали глагол. Узыяны собирать узы, землянику, губияны собирать грибы. Да. Итак, какой у нас алгоритм? Все, есть еще какие-то вопросы по ходу? Пока все понятно. То есть 2 спряжения в зависимости от того, на что оканчивается глагол. На согласную, и дальше будет «ыны», да? Либо на «аны», «яны». Итак, значит, что мы делаем?
Будем пока грубо механически действовать. То есть мы пока просто переписываем основу. ВУЗ, ВУЗ, ВУЗ. Ну, то есть 6 раз. Это у нас будет корень основы. Прежде чем идти дальше, мы с вами еще не разбирались с местоимениями личными. Но первые два вы знаете. Мон. Только два? Тон, ну да. Они вид Кто-то поведения может напоминают. знать. Ну, и Со. Сос. Это тут будет. ну, Со. В удмуртском языке нет родов, поэтому нам без разницы. То есть мужской, женский, средний, все одним словом он, она. я вот в венгерском языке множественные числа были как ми, ты. В удмуртском языке выглядит так же. Ми. Это они с двумя точками, по-моему. Да, совершенно верно, то есть ты. И здесь будет логика такая же, как и в венгерском языке. Со – это один. А множественное число со плюс указатель множественного числа ос. Да, в венгерском азов, там, эсэ. Да. Их, их. Итак, дальше. Для первого лица будет вариант ишко. Как же написать? Ишко. Но из-за того, что у нас предыдущее з твердое, мы ставим точки. Вузишко. Да? Во втором лице тоже будет использоваться этот суффикс ишко, но будет еще добавляться показатель лица д. Тон вузишкот, ты воешь. Со вузе. Здесь мог быть вариант с е, но поскольку z твердое, мы используем вариант только оборотное. Ми. Здесь снова будет показатель лица, времени. Пардон. Вузишко. Дальше будет идти показатель лица, м. Ну и в некоторых источниках считается, что дальше идущее «ы» – это показатель множественного числа. Вузишко мы. Еще я такой момент скажу. В удмуртском языке ударение фиксированное на последний слог. Ну буквально там пара исключений, повелительное наклонение, например, да. Но в диалекте, например, в северном диалекте, ударение падает не на последний слог, а на предпоследний слог в глаголах. То есть я, как представитель северного диалекта, я говорю вузишкомы. Я уже сама даже. Вузишкомы. Да, то есть правильно сказать вузишкомы, но я могу в речи сказать вузишкомы. И вот эта «ы», она факультативная. То есть она может отсутствовать. Но будет понятно, что это к первому лицу относится. Дальше мы снова пишем суффикс, который используется здесь для обозначения настоящего времени. Ты вузишко. Дальше у нас идет второе лицо. Обратите внимание, что аналогично единственному числу. Но чтобы показать, что это множественное число, мы добавляем суффикс «ы». Совершенно верно. А выглядит так, как будто это просто присоединяются местоимения со звончением.
закономерном во втором лице. Ну, вообще-то же у нас считается, что спряжение глагола и личные притяжательные суффиксы, Да. они изначально были, как бы относились к одной, ну, не знаю, структуре, что ли сказать, что они имеют общее происхождение. Я думаю, что они имеют общее происхождение и с местоимениями, наверное. Дальше. Соос, вузо. Я вот сюда перепишу, что есть мягкий вариант ё, а здесь е. В том случае, если... Третье лицо хоть необычное. Вузе, Вузе, ну я имею в виду, вузе, вузо. оно случайно не используется как причастие, потому что в прибалтийско-финских форма третьего лица задействуется еще как причастие. Нет, Или у нас делают, делающий. нет, здесь нет. Будет прошедшее время использоваться. Мгм. А вот пример можно, вот где мягкое звучание? А вот пример мягкого звучания у нас следующий глагол. Мы сейчас все возможные типы рассмотрим, чтобы было понятно. Итак, глагол «вожжены» держать. Здесь у нас «з» мягкое. И из-за этого у нас как бы будет чуть-чуть другое поведение. Итак, что мы делаем? Мы прописываем опять корень. Но мы его, знаете, как лучше напишем? Чтобы, как бы, можете даже «з» мягкую не писать, я пишу, чтобы вам было понятно здесь, потому что на письме мы же мягкость так не обозначаем. Мы следующей буквой будем обозначать мягкость «з». Но я пока напишу так, чтобы было более понятно. Да, то есть у нас везде я прописываю корень, вождь. Вождь, вождь и вождь. И у нас снова будет использоваться суффикс и те же лица, которые фигурировали здесь. Но что у нас меняется? У нас меняется конечная согласная. Она мягкая. И чтобы показать ее мягкость, мы используем суффикс «ишко», то есть «и» без точек. Соответственно, мягкость я убираю, потому что мягкость уже подчеркнута следующей буквой. Ишко. Вожишко. Я держу. Да. Следующее лицо. Вожишко. И чтобы оно не совпадало с первым лицом, мы добавляем показатель лица. Суффикс «д». Тон вожишкот. Мягкость убираю, потому что «и» уже обозначает мягкость «з». Здесь у нас мягкость обозначается за счет «е». В «е» тоже совпадают и лицо, и время. Опять убираем мягкость. «Со воже» он держит. Пока понятно или... Да, понятно. Дальше. Здесь мы снова суффикс времени. Ми, мы. Убираем мягкость, потому что, да. Вожишко. Дальше что мы добавляем? Показатель лица М. Дальше факультативный показатель числа. Снова та же самая история. Ишко показатель времени. Мягкость убираю. За счет «и» оно уже подчеркнуто. Дальше идет показатель лица «д». И показатель множественного лица здесь не факультативный. Если мы его сделаем факультативным, то у нас лица совпадут. То есть лицо в единственном числе и второе лицо во множественном числе совпадут. Первое лицо не совпадает. И последнее
третье лицо множественного числа будет с суффиксом «ё». То есть мягкость подчеркивается. Еще «ё». Вообще, если вот так подумать, да, то графически, наверное, логичнее было бы, если бы изображали, не фонетически именно, а графически даже на письме «во-ё». Да, по сути, потому что «о», ну, то есть вот звучание, мягкий знак «о» у нас здесь используется уже. Ну, а что в этом необычного? Нет ничего необычного. Ну, если бы писали мягкий знак «о», как бы было легко. Но тем, кто пишет Понятно. по-удмуртски, уже в отличие от русских, не приходится «е» без точек писать. Да, то есть в удмуртском языке «ё» имеет большое значение. То есть у нас надо четко разграничивать «е» или «ё». То есть это фонема, да, то есть имеет смыслоразличительную функцию. Итак, значит, наверное, давайте третий разберем, если пока все понятно. Потом мы еще поупражняемся. Итак, третий глагол у нас глагол, который относится ко второму спряжению, поскольку он оканчивается на «аны». Но действия у нас точно такие же. То есть мы записываем во всех лицах корень основу. Здесь корень основы заканчивается на гласную. Вуза. 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 И вуза. Будут немного отличаться суффиксы. Поскольку здесь уже есть гласная, и нам ничего не надо подчеркивать, ни мягкость, ни твердость, у нас будет просто добавляться суффикс без гласной, то есть «шко». Вузашко. Да? Потому что сказать «вузаишко», например, уже излишне. Дальше у нас здесь снова пишется показатель времени, вузашко, и показатель лица «д», вузашко. В третьем лице будет нулевая морфема, нулевой суффикс. В удмуртском языке нет окончаний. То есть вот в школе меня учили, что окончание это по падежам. Спряжение так, или склонение по падежам, или спряжение глаголов, это все окончание. Но на самом деле нет, потому что есть случаи, когда так называемое окончание может стоять в середине слова, а после него еще куча суффиксов. Окончание, суффиксы, вообще это постфиксы, это ерунда терминологическая. Ну, понимаешь, в школе-то как бы учат, что вот это окончание, вот это суффикс. Таких понятий, как Индоевропеоцентризм. Просто Да. индоевропейские понятия переносятся на другие Да, языки. да. И то же самое с падежами будет, что как бы русские названия падежей к удмуртским не очень корректно относить, лучше сразу такие общепризнанные. Дальше вуза, шко, дальше показатель лица м, и показатель множественного числа и. Вуза, шко, мы. Вуза, шко, мы. Вуза, шко, мы. Второе лицо множественного числа как будет? Шкоды. Шко, показатель второго лица d и показатель множественного числа и. Во множественном числе просто запомните, окончание будет ло. Вузало. Откуда он такой взялся? Бог дал. Бачуминуар. Вот посмотрите, пожалуйста, да, то есть в целом, ну как бы структура понятна, все очень логично. То есть вот, когда он, она
А вообще ничего нет, да? Просто вуз. Да, да, вуза. Ну, Просто. я бы сказал, что отсутствие окончания в первом лице, указывающее именно на лицо, не особенно логично. Здесь просто идет совпадение. То есть ЧКО это и показатель лица, и показатель окончания. Не может быть. Может быть, выпало, не знаю историю. Скорее всего, именно нулевое, потому что дальше идет д, поэтому мы не можем ЧКО считать даже в первом лице показателем первого. Да, это показатель настоящего времени.